Они ингушей встретили очень хорошо, говорили, что это их земли, что им предложили там жить, и что они поддерживали жилища ингушей в нормальном состоянии для того, чтобы рано или поздно передать их настоящим хозяевам. После нашествия монголов, а позже сельджуков, ситуация ухудшилась на всем Кавказе. Некогда мощное грузинское государство находилось в упадке и отбивалось от многочисленных завоевателей. Несколько соседних племен, видя, что Грузия находится в нескончаемой войне и не имеет сил для защиты всех своих земель, воспользовались моментом и осуществляли набеги. Это могли сделать и ингуши, но они никогда не поставили сиюминутную выгоду выше своей чести. И потому, когда в 18 веке многие дагестанские племена систематически нападали на грузинские села, ингуши оставались надежными союзниками и защищали Грузию как свою землю. Именно поэтому ингушские делегации всегда были желанными гостями, а грузинские князья опекали многих ингушей, кто находился в Грузии на службе или обучении. Одним из таких был Инал